Что-то здоровое взял, слушай. Хороший, хороший, вообще хороший. Или у тебя так катушка настроена? Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня я со своими друзьями, с Моисеем, ребята из ювелирной компании УРУ, и с Антоном Симеровым, с Щуколовым из города Якутска отправляемся в путешествие. Посмотрите, у нас 4 часа утра. Такая вот тишина на лодочной станции. Посмотрите, вот я пришел на лодочную станцию. Вот наши вещи. Здесь находится корпус Моисея с моторной лодкой. И мы на моторной лодке отправляемся в путь. Я сам раньше никогда не ездил на моторной лодке до Жиганска, поэтому это будет для меня тоже испытание, то есть путешествие. И наше путешествие будет затруднено тем, что сейчас на реке будет вот такая дымка, плохая видимость. Хотим разделить наше путешествие на два дня, но как получится. Ребята доезжают за сутки, укладываются. У нас будет, наверное, чуть больше, загадывать никогда не надо, поэтому мы и не будем. Сейчас я жду Моисея, он подъедет, будем грузиться. Так, вот приехал Антон, и Моисей подплыл. Вот на этой лодке мы, собственно, и поедем на рыбалочку. Доброе утро. Вот Щуколов из города Якутска. В такой машине. Его тачка. Моисея катер. Огромный просто. Сразу видно рыбак. Спиннинг торчит. Ну вот, погрузили. Моисея лодка как называется-то? Это Вельбот 45-й. 45-й. Ага. Мотор какой у тебя? Это Сузуки 60-й. О, круто. Ну что, как рассчитываешь, сколько будем по времени ехать? Не знаю, часов 17-15. Ближайшее место заправки сколько километров? 300, где-то 330, 350, да? Ага. И получается до места назначения 700 с чем-то, по-моему. Ага. Да, где-то так. Ага. Ага. Вот так мы загрузили лодку битком. Вещи наши, вот палатка, спиннинги, бензин, еда, все нужное, короче. Вот. Итак, друзья, сейчас подъедет Антон. Он поехал за канистрами, забыли бензин. Но мы люди не суеверные, поэтому мы еще не отъехали от города, поэтому это не возвращение. Обряд с угощения реки. Я специально вот вчера были приготовлены оладьи. Всю ночь они стояли вот с маслом. Это уже там где-нибудь по дороге. Ну вот, плывем. Вторые сутки пошли.
ветер, волна, дождь. Решили маленько остановиться, поесть. Вот. Хорошо, что есть еда готовая из дома. Итак, дорогие друзья, наконец-то мы приехали в Жиганск. Знакомая нами Стелла, Полярный круг. Когда приезжаем, ко мне гости приезжают, я стараюсь постоянно становиться в этом месте. И чтобы гости делали снимки, фотографировались, что они находятся на Полярном круге. Так скажем, памятное фото с этого места. Не каждому доводится побывать за Полярным кругом. Сейчас, после этой стеллы, получается, мы уже будем за Полярным кругом. Потому что Полярный круг у нас, друзья, проходит именно здесь. Вот Полярный круг. Посмотрите, вот приезжали ко мне друзья в 2019 году. Сыктывкар надпись, она как будто сделана вчера, хотя это 2 года тому назад уже сделано. Здесь из Украины кто-то был, 17, 9, 16. Новокиевка. Альбина была здесь еще. Вот такие вот надписи. Всегда показываю, снимаю. Беларусь. Минск. Ну хочу прочитать Минск, но здесь Пинск написано, вот реально. Смотрите, Пинск. Я не знаю, есть там такой город Пинск или нет, но написано Пинск. Ромазе какой-то. Факусик какой-то. Ясно. Дети писали. Вот. Но мои друзья вандализмом, не знаю, а будут заниматься, нет. Но администрация муниципального района, по всей видимости, восстановила эту стеллу. Молодцы, потому что одно время она стояла немножко подзагнутая. Выражаю благодарность от канала Клевая Рыбалка. Молодцы, ребята. Так, теперь, друзья, нужно сделать там алмазики, сделать вот как бы нормально вот. Да, ну вот приделать. И покрасить, и будет во, вообще во. Итак, дорогие друзья, наше путешествие до Жиганска было довольно длительным и изнуряющим. Не каждый выдержит такую поездку. Ну, во-первых, выехали мы вчера уже больше суток, 4 часа утра, ну, в 5 часов утра из города Якутска. Ну, как дорога-то вообще? Сами как думаете? Дорога, ну, без происшествий, нормально. Угу. У тебя в первый раз, да, получается? Ну да, у меня вот первый опыт так далеко заплыть. Угу. Ну, нормально. Едем. Антон, как тебе дорога? Второй по воде. Вторая поездка? Вторая поездка по воде. Ну, первый раз на теплоходе. Длительная. Да. Первый раз на теплоходе ездил, да? Ага. 1,5 сутки. Поэтому Сейчас. это сложно, да, как бы для тебя маленько? Конечно, сложно. Ясно. Легкого нету ничего. Дорога длинная, кажется. Угу. Моисей, как ты считаешь, долго это или... Ну, я так и рассчитывал примерно. 1,5 сутки. Угу. По графику едем. Ясно, понятно. Итак, дорогие друзья, в 6 часов вечера мы выехали из села Жиганск и выдвинулись на место рыбалки.
Дмитрий с Янычем должны приехать завтра. Дмитрий должен завтра показаться в больнице, ему должны назначить лекарства, и он приедет на рыбалку. Ждем его. Итак, дорогие друзья, добрались до наших диких мест. Это была очень долгая поездка сквозь дождь, волны и ветер, так сказать. Пытались сейчас проскочить, вот здесь вот не смогли подняться выше, поэтому решили остановиться здесь. Это место, где в прошлом году мы с Дмитрием осенью последнюю рыбалку, крайнюю рыбалку делали. Он здесь вот лежал весь больнущий, заболевший, и потом коронавирусом, и потом мы его увезли туда, в поселок. Посмотрите, даже наша веревка вот осталась с прошлой поездки. Вот она под якорь с камнем. Такой вот камень. Здесь вот борзу готовил Александр. По-моему, здесь готовил он. Есть такой фильм у меня на канале Борза. Посмотрите. Ветер утихомирился, дым рассеялся, облака рассеялись. Итак, дорогие друзья, вот и настало утро. Вот так вот мы переночевали втроем. Здесь вот. Вот. Такая вот палаточка у меня новая. Дали мне ее на, так скажем, испытание. И, можно сказать, я ее начал испытывать. Под утро маленько ливануло дождика. Спим без печки, то есть печку не ставил, не брал с собой, так как у нас лето, типа лето, что-то типа лета. Вон идут ребята, рыбалки. Вот так вот вчера приехали, затоборились. Смотрите, вот утром уже ребята поймали. Такое у нас утро. Покушали даже что-то тут, видимо. Ну что, как рыбалка? Утренняя. На утренней зорьке. Что поймали? Щука, окунь. Всех отпустили домой. Да ты чё? Двух взяли, да? Ага. Че, ну сколько КГшка примерно лежит? 3? 5. 5? Ты чё? Ничего себе. 5 скоро. Не знаю 5. даже. 5 по-любому есть. Кто пахнет? Есть в коробке. Сейчас вешаем. Давай взвесим. Че завтракать чем будем? Щукой? Сейчас потроха пожарим. Да ты чё? Да ладно. Серьезно что ли? Ну давай. Потроха с луком. Вау. Вау. Да? Моисей, что этот? Медведя не видно? Следов там очень много. Да ты чё? Ой, И больших, и маленьких. Видимо, там с ребенком. Ого, когда свежие или это старые? Ну, несколько дней назад. Да ты чё, ё-моё, опасно. Так, ради интереса сейчас Моисей будет взвешивать рыбу. Говорит, что, наверное, кажется, его рекорд, говорит. Облеснул. Рекорд. 4,3. Тёта Аркиля ведь 4300. На 700 грамм ошибся ты. Так, сейчас будем готовить потрошки и щуки. Для этого пришли за
разделать щуку. Сюда. Сейчас Моисей посмотрит доску для разделки, разделочную, и приступим. А я подточу ножи. Как точатся ножи, спрашивали. Можно быстро показать. Точим ножи очень просто. Маленько подправить нужно. Вот. Ножи всегда держите сухими, чтобы они у вас не подржавели. С одной стороны вот так вот. Сначала крупным камнем пытаюсь взять. Потом будем править. Алмазным. Хатот тальба угилля бити. Да? Бахавай патты. Очон кечтага битти. Иди турдагана киллерерди, битер постоянно киллерерди. Харагар кийбедак бола, харагар кийбек бола. Билбеттин это. Сразу готовим наше любимое блюдо. Потрошки. Вот, обучаем Моисея готовить потрохи. Вот так вот нарезали из 2 щук потрохов. Там перемешки с кишой. Сейчас приготовим. Получилось немного, но будет вкусно. Вот. Щука разделана на засолочку и на жарку. Так, ну что, пошли готовить завтрак. Оргубита. Так, посолили, приправили лука. Еще ребята кетчуп хотели налить, но я запретил. Кетчуп лучше пусть сами себе подливают потом на хлеб. Так, сейчас вот щучку еще Моисей привез вот такую хорошую посуду. По-быстренькому мы ее сейчас нарезали, сейчас посолили вкусной солью копиндяйской. Вот, лучок туда решили. Быстренько так вот. Чуть-чуть приправил, где? Да.
приправу он привез с собой какую-то вот красная, универсальная написано, да? Ага, тут Там перец, соль, да? ну, перец и что-то еще травы какие-то. А, травы какие-то, ну давай, кидай. О, Да. ляпота. Ну все, теперь накрываем вторым слоем. И паста будет. Еще томатную пасту есть вот. Томатной пастой. Немножко так. Пробуем это, экспериментируем, так сказать. Как такового блюда нету. Новое блюдо. Новое блюдо какое-то изобретаем. Эй, маныкнахта. Я приподниму, манты говорю, на паш закроем. Эхо дюрес. А, конечно. Манты Имбирь пропитайся канарба. Да? Блин, уланеди, убереди, он оргуйоди. Еще что-то. Да, все вот. И закрываем фольгой, да? Закрываем кусочком фольги. Так. Так, здесь у нас дошли потроха. Да. О, конъюнктура надо. Так, друзья. Ну что, кто скажет? Вот пробуй. Пробует Моисей. Да? Антон, что скажет? Сам готовил? Лучше не бывает. Да ты чё, ничего себе. Ну ладно, ребят, вы ешьте, я поснимаю. Самый натуральный обед. Да. Самым натуральным молоком, да, получается? Угу. Вот такая красота получилась, друзья. Приятного аппетита всем, кто сейчас ест. Ой, икра. Бартнар я сеткан. Бартын королор. Ну вот, о вкусности приготовленного блюда можете судить по этой сковороде вылизанной. Нету. Все, ребят. Ну что, вкусно было, нет? Вообще, Слишком да? вкусно. Слишком вкусно, да? Слишком. Опасно, вкусная еда, однако. Да. Вот такая вот у нас красота. Такой ветерочек дует. Чистый, Вот, свежий. свежий воздух, дыма нету. Рыбалка, отдых на природе. Вот. Экологически чистая еда. Лучше не бывает. Да, будем потом вспоминать зимой. Эх, красота. Сейчас пойдем рыбачить. Все, идем. Итак, получается, выезжаем сейчас на рыбалку. Отъедем от табора метров 300 и попробуем покидать вдоль. Потому что дальше не получится проехать, потому что из-за переката, который мы не сможем преодолеть. Посмотрите, какая вода прозрачная, бирюзовая. Ну, дно видно мне, допустим, вам, наверное, не видно. Так, окунь попался. Ну, он оттуда с тиховода пришел. Сейчас мы его обратно отпустим. Из тиховода пришел окунь. Оттуда.
Есть кто-то взял. Неплохой окунь. Такой вот горбачик схватил. Даже на течении. Ты смотри-ка. О, клюет уже. Уже клевает. Уже клевает. Да, вон, окуни вон. Сражаются за блесну. О, один есть. Ох ты, смотри-ка. Вот это да. Вот это рыбалка. Антон поймал кого-то. Антон, давай-ка показывай-ка, здоровый что-то взял. Что-то здоровое взял, слушай. Хороший, хороший, вообще хороший. Или у тебя так катушка настроена? Что такое? Таймень, что ли? О, доктор, щупади, щукин сын. Щуколов из города Якутска. Очень большая щука, кстати, ребят. Очень крупная щука. Ну, килограммов, наверное, 7 эрик. Ребята тут со спины ловят всякое. Да, окуня вообще вот так ловим. Можно ловить, просто опуская. Ну-ка, покажи-ка щуку. О, да не маленькая. 5 кило. Не, ну больше 5. Ну давай, доставай свой подсачек. Подсачек, ну лопа. Туго хопа. Батраха всех пить. Так, Моисей подсачек купил. Опасно. Хороший подсачек. Готов ты? Жестко искрит тебя. Давай. Голова залезла. О, голова залезла. Подсачек. Щука не влезает. Да уж, подсачек, конечно, капец. Это для бабочек скорее, но. О, man такая щука башка вырвала. О, вовремя заметил. Хараттан блин. Ну сейчас сказал Антон, Щуколов возьмет за глаза и затащит в лодку. О, Антон взял, красиво. Ну это больше 5. Явно больше. Он конкретно взял, да? О, блин, жестко. Ну все, оглушай, что теперь? Большие щуки вот здесь вот обитают. Друзья, опасно очень. Смотрите, сколько окуня. Причем окуня такие, знаете, вот. Тут вот вообще вон трофейные есть вон. О. Просто можно просто опускать, вот, не забрасывать даже. Просто опускаем и ловим. Просто. Да, говорю, вот здесь просто можно опускать и. Я просто Антону помогал. Так что осторожно, можно и так и удочку проморгать. В лесну не опускайте в воду и так не держите, а то следующая поклевка и до свидания. Вот так вот просто опускаем в воду вот. Просто куча просто. Окуней здесь. Вот, смотрите, вот. Вот это щука. Слушай, ну да, шестерик есть.